расписались. Собаки. Озеро тут такое вон. Мы доехали. Да тетя, муна, тетя, муна тетя, муна, тетя. Все, приехали. Тут озеро. Ну, от избушки, наверное, где-то километра 4 я проехал на моторке. Дальше километра 2,5, где-то 2. Придется идти пешком. По сырому, плохому месту. Ну, не раз уже я снимал это, конечно. Сюда сколько раз сетки не закидывал, почему-то не ловится здесь рыба. Я не знаю почему. И вроде устье открыто. Должны заходить, выходить. И ручей выходит там. Очень хороший ручей тоже. Но рыбы тут нету. И от избы не очень так близко, чтобы туда-сюда ездить на такой моторке, когда еще не работает. А когда работает по такой воде, нет проблем. Можно летать. Ну ладно, сейчас соберемся и пойдем. А? Давай иди, ищи глухаря. Сегодня по глухариным местам будем ходить. Посмотрим, что-то есть, нету там тайги. Да. Дождливый сезон в этом году был. И здесь столько воды, ребята. Вы даже не представляете, как идти трудно, ужасно. Я не знаю, 1 километр в час, наверное, иду. Такая скорость у меня. Быстрее не получится. По кочкам там. Лишь бы в сторону не наступить. Потому что проваливаешься выше колена. И этот мох, как плывун там. Сколько лет я хожу, такого еще не было. Бывало, что вот трудно ходить, я понимаю это, но как в этом году. Да. Вся летняя вода, видно, тут стоит еще. А этим-то мимолет. О, опять провалился я. Блин. Я говорю, чуть в сторону отойдешь, вот скажем. И вот не спеша будем идти. Бывает тут вообще как хоть в тапочках ходи. Позапрошлом году, наверное, было. А в этом году тяжело. Гнилое место позади, ребят. Ух, как я спотел. Я на большой земле. Просека, идущая строго на север. Здесь идти хорошо. Будем бродить. Тут все время сосняк. Лес такой, сосновый бор будет. Болотистые места, вырубки. Все, я буду это проходить. Не знаю, кто-то есть, нету. Будем смотреть. Вон Айда. Айда стоит. Отходит где-то метров 100, отойдет, потом придет. А Тулан, больше получаса я его не слышал, не видел. Не знаю где. По пути еще попадались свежие следы оленей. Ни голос не дает. И не подходит. Очень долго уже жду его тоже. Нигде не лает. Надеюсь, найдет, придет. Пока звать не буду, кричать тоже не буду. Все равно возвращаться мы круг сделаем, где я его из виду потерял. Там я буду проходить еще. Он мне вдалеке лает Айда. Не очень близко. Но по пути.
Тулан еще. Да, это Айда. Тулан, где-то час уже я иду. Да, Айда там. Тулан еще не возвращался. Или потерялся, или за оленем побежал, или обратно к лодке пошел. Я не знаю. Пойду схожу к Айде. Вон она. Блин, прискакала. У нее такая привычка, чуть-чуть задержка. Может оставить птицу. Сейчас я еще схожу, посмотрю, может там. С этой стороны не, она где-то лаяла. Сосны хорошие тут. Всякое может быть. Блять, шуршит этот плащ. Кого она лаяла? Сосны хорошие. Так, пока непонятно. В пустоту, видимо, лает. До трассы уж дошли, блин. Кто-то, видно, есть. Вон он. Видели, птица? На елке, оказывается, буквально кополуха. 10 метров. Я на сосны смотрю, а он в упор сидела. Так. Черный ворон, зараза такая летает. Рюкзак я оставил, придется возвращаться. И на вырубку туда. Слева налево пойдем. Это по пути нам. Где Тулан, я не знаю. Вроде кополуха или тетерка, похожа на кополуху, как будто была. До такой степени близко она сидела, но не заметил. Пересмотрю, может там кадр даже попал, как она сидела, когда там камерой вертел, крутил. Возвращаюсь к рюкзаку, ребят. Иду, ребята, сколько уже? Ну, вчера, сегодня, второй день, считай, по тайге хожу. И за эти 2 дня, которые я вот целыми днями хожу по тайге, ни одной ягоды я еще не встречал. Брусники, черники. Единственное, ни одной ягоды. Вот все. Ну, нету для птицы там кормежки. И сейчас уже все перейдут. Крупная дичь на иголки. Будут на соснах сидеть они. Вот такие пироги. Лес пустой в этом году. Слишком дождливый год был в этом году. Ну и ничего не уродилось. Холодно было летом. Вот и последствия такие. Блин, далеко ушла тоже Айда. Меня оставила. Нам надо еще такой круг сделать. На вырубку, уголок вырубки выйти. Там, возможно, еще кого-нибудь встретим. Просто уже я хожу вот по тем таким местам, где вот можем кого-то встретить. Вот так. Ягод нету вообще. Вот это я хотел сказать. Вон там я вылез на вырубку. Внимательно смотрю.
наблюдаю. Обычно тут каждый год, в принципе, каждый год я тут встречаю глухарей. Но сейчас взлетов ничего пока нету. Еще туда вот схожу, посмотрю там по дороге. Обычно на этих деревьях они любят сидеть там. По несколько штук иногда бывает встречаешь. А местные охотники, которые рядом охотятся, тоже говорил, что в этом году на Бору очень много птиц, очень мало птицы. В основном все глухари держатся возле болот. Ну, видно, клюкву тоже ищут. Клюква более-менее есть, чем на Бору там брусника или черника. Ладно, сейчас сходим еще вон туда. Айда виляет хвостом. Очень много виляла хвостом. И смотреть на эту елку. Вон эта елка. Я, ребята, заметил вот что. Сейчас покажу. Вон он. Видите? Затаился. Уже шкура синяя тоже. Но кончик ушка еще не спелые. Там еще на макушке будут волоски. А их пока нету. Но уже поспевает. Поспевает бельчата. Вот смотрите. В лапах что-то или шишка, или что там красное, коричневое. Внимательно наблюдает за собакой. Не хочу, чтобы она лаяла. Руки трясутся. Короче, белка. Вон она. Чувствует. Молодец, Айда работает, в принципе, собака. Если есть на кого работать, шумать не будем. Идем дальше. Сижу на окраине этой вырубки. Ну, прошлись мы там, еще видели кополуху. Не видели даже, а я слышал, как она взлетела. Айда лаяла там, потом перестала, вышла на вырубку, а там кополуха, оказывается, в гуще леса сидела и улетела. Сейчас попьем чаек. И пойдем дальше. Тулан не вернулся. Я не знаю, где он. Потерялся. Или к лодке обратно пошел. Или я не знаю. По нашему следу он не пришел. Даже подумать не могу, вот в каком направлении он ушел. Ну да ладно, будем надеяться, что он пошел обратно к лодке. Начинается дождь. Ну, сейчас еще пройду по этой дороге, там кружок делаю и буду возвращаться уже к речке. Вот такие делишки. Маловато дичи в этом году в тайге. 2 кополухи вот видел. Одного видел, второй вот этот услышал такой звук крыльев. Все, пью чай и идем вон туда. В том направлении. Через пару лет уже здесь непроходимая чаща будет. Потому что вот тут уже еще зарастает. Очень быстро зарастает. Как начало и все. Такой подсад идет. Сосна. Ребят, остановился. 2 слова. Короче, вон там юго-восток. В том направлении находится Тулан. Я его услышал. Он, короче, лаял жалобным голосом и выл, как, я не знаю, как волк там, блин. Он потерялся, видно, нас потерял. Кружит, видно, на одном месте. Конкретно тормозит сегодня собака. Нет бы по нашему следу найти нас. 100%, где я его потерял, он там и будет ждать нас. Он к лодке не пошел, но он здесь в тайге. Но у меня тропинка здесь круг такой делает. В ту сторону еще мы дойдем. Я уж думал, блин, волки съели или к лодке пошел. Нет, он тут. Думаю, мы еще увидим его вот здесь. Именно вот тут, в тайге, а не у лодки. Мы, ребята, приближаемся к тому месту, где должен быть Тулан. Смотрите, какое прекрасное место. Тут тоже ягель.
Муравейник какой красивый. Начал подсвистывать. Если тут не появится, ну где-то остается на метров 350-400 до того просеки, где я начинал вот этот круг. И там уже сырое место. Неужели он куда-то ушел? Ладно, отсюда буду до просеки подсвистывать идти. Может объявится где. Второй перекур, ребят, у меня. Айда рядом, отдыхаем. Вот она. Я сейчас нахожусь на именно том месте, где я последний раз видел его, собаку, Тулана. Сейчас уже свищу, но не откликается, я не знаю, где он. Последняя надежда у меня, это он пошел к лодке. Если по нашим следам, он давно бы уже нас догнал и перегнал. И слышал лай, думал, он здесь, но его тут нету. Сейчас немножко покушаем, сейчас у меня консервы еще есть. Не буду я обратно домой тащить. Отдохну и буду возвращаться к лодке. Вот такой поход здесь. Видели кополух, подстрелить ничего не удалось. Бухарей нету. Ни одного рябчика нету. Каждый год здесь я видел рябчиков. Свистят они, всегда стреляю или еще. Но в этом году их нету. Что есть возле реки. Так что насчет рябчиков только если у реки или возле ручьев стрелять. А на барах, вот какой красивый бор тут, видите. И тишина. Вот так. Я не знаю, что с Туланом, блин. Почему он так запутался. Компас, что ли, у него в голове не настроен, или сам по себе такая собака. Расстраивает меня, блин, сегодня. Такой мощный круг сделали и без собаки. Вдвоем он более широкие круги делает. Почему он, блин, потерял нас, вот это я толк не могу взять. Такие картины уже были и не раз. Бывает, так он теряет, начнет лаять. А сегодня все, без вести он пропал. Не знаю, где искать. Если его нету у лодки, мы поедем на избу. И сюда, наверное, придем. Не на лодке, а я приду пешком возле реки, спущусь и по этой просеке поднимусь. Через день или два на это место я приду. Раньше не получится. За эти 2 дня, если волки не съедят, собака ничего не случится, с голоду не помрет. Собака и неделю выдерживает, и 10 дней, без проблем. Но на будущее ему очень хороший урок это будет. Терять хозяина, и это нехорошо. Если в будущем будут повторяться такие картины, это уже от него собаки не будет. Если в лесу теряют хозяина, это уже большой минус от собаки. Одно не переходит речку, и еще если в тайге меня будет терять, это уже все непростительно.
Вот так прислушиваюсь. Может, где-то лает. Но тишина. И дождь начался. Где-то ворон где-то кричит. Ладно, сейчас отдохнем, в общем, ребята, и пойдем к речке. А там увидим, там тулан или все, пропал. Я не знаю, где искать его. Не-то ворон, не-то лай. Остановился отдохнуть. Уф. Ну, еще где-то километр мне шагать вот по такой болотине. Все время оглядываюсь, в надежде увидеть тулана, может отстал где. Может уже у лодки. Но все равно как-то на север смотрю все время, откуда мы идем. Не видать. Вот палку в помощь взял. Смотрите, как глубоко тут. Немножко хоть перестает дождь. Вообще ливень такой был сейчас. Да и сейчас еще идет так. Все капает. Тепло на улице. Когда я поднимался на избу, прохладнее было. А сегодня тепло. Вчера снег шел. Переменчивая погода осенью. Вот такая была тень тут, ребята. Врагу не пожелаю по таким местам ходить. Топкое место, блин. Мох высокий. И все в воде в этом году. Трудно ходить. Только в болотных сапогах тут. В обычных сапогах, если тут сюда зайти, сразу промочишь там ногу. Ну, просто по колено проваливаешься. Из-за этого сразу наберешь сапоги в воду. Вот так. Хреново дело. Если тулан не придет. Ругать не буду его, если он возле лодки. Ничего страшного. Всяким может быть. Разные ситуации выпадают. И собаки, и человек. Бывает, ты идешь тоже, блин, на ровном месте можешь заблудиться. Кто в этом виноват? Скажем, ты, если с напарником подведешь напарника, потеряешься, он ждет тебя. Вот. И с ним сегодня то же самое произошло. Просто он потерял нас. Вот и все дела. Будем надеяться, что по своим следам как-то. Тут болотин тут. По своим следам, может, к лодке пошел. Ладно, иду, ребят. Нет, я его не вижу. Тяжело идти.